Отслеживать распространение COVID-19, как выясняется, можно не только по статистическим данным ПЦР-тестирования. Геном коронавируса обнаруживают и в фекалиях инфицированных, так что сточные воды становятся важным источником данных об эпидемической ситуации. В этом уверены в администрации водоочистных сооружений во французском городе Пьер-Бенит, недалеко от Лиона. Этот комплекс участвует в национальном эксперименте, в рамках которого регулярно проводится количественный анализ наличия генома коронавируса в канализации. Каждый день мы отбираем пробы в соответствии с объемом сточных вод, поступающих на предприятие каждые 24 часа. Собранные образцы отправляют в специализированные лаборатории для анализа, результаты которого попадают в общефранцузскую базу данных. Так работают 150 водоочистных комплексов, которые участвуют в национальной программе исследований. Это должно помочь отслеживать развитие пандемии и, возможно, даже предсказывать вспышки COVID-19. По словам экспертов, на основании данных о заражении источных вод коронавирусом можно на неделю раньше увидеть рост или спад числа инфицированных в том или ином регионе. Вот, например, данные с вокзала в Марселе. В сентябре анализы источных вод значительно раньше показали новую волну заболеваемости, чем положительные результаты ПЦР-тестов. Есть и значимые расхождения в данных, полученных из разных источников. Так, в Лионе в декабре пробы из канализации показывали рост заболеваемости, а данные ПЦР-анализов в то же время не свидетельствовали ни о каком изменении эпидемической ситуации. В этом году образцы источных вод во Франции проверяют и на наличие новых штаммов коронавируса. В водах региона Иль-де-Франс, Париж в начале января так называемый британский вариант не присутствовал или, по крайней мере, не был обнаружен. Теперь, в последние несколько дней или недель, доля новых разновидностей инфекции растет. Сегодня от 25 до 35% штаммов, выявляемых в сточных водах, имеют специфические мутации. Похожая программа наблюдения за коронавирусом в сточных водах действует и в других странах Европы, в частности, в Нидерландах, Италии и Испании. В Барселоне, Милане и Турине по анализам из канализации ученые видели начало эпидемии еще до того, как там были официально зарегистрированы первые случаи заражения.